Представители обращающей стороны, у вас есть вопросы к представителю Генеральной прокуратуры? Да. Пожалуйста. Вот вы сказали, что с ходатайством сторона может обратиться с ходатайством об отмене такого определения, если сторона представит доказательства, подтверждающие уважительность причины неявки их в судебное заседание и невозможности сообщения о них в суду. Если у участника нет такой возможности предоставить такие доказательства и нет возможности повторно уплатить госпошлины, то как быть в таком случае? То есть гражданин остается без защиты своих прав? Я считаю, что законодателям в данном случае не ущемлены права ИСА. То есть ИСУ законодательством предоставляется право на обжалование, право на вновь обратиться в судебные органы. И здесь есть еще такой момент, что он мог направить заявление о рассмотрении дела без участия или направить своего представителя. Я считаю, что законодатель предусмотрел все возможности, и в данном случае не имеется принципа ущемления права ИСА. Ну, допустим, если даже вот суд первой инстанции посчитал неявку неуважительной, но имеется же право на обжалование, то есть в апелляционном порядке и в кассационном порядке. Соответственно, если вышестоящие инстанции посчитали, что эти причины являются неуважительными, то, соответственно, оно было и таковым. Да, вот это если как раз-таки говорим, что если он один раз пропустил, и он не может ни в кассационном порядке, ни в апелляционном порядке предоставить доказательства уважительности. То есть вы говорите, что он имеет право предоставить. Вот у него нет доказательств, что он там оказался в пробке единожды. То есть в таком случае он не может больше подать в суд. И госпошлину не может оплатить. То есть но если это относится непосредственно к тому случаю, который указывается в ходатайстве, то, мне кажется, применительно к этой ситуации, то у ИСА были возможности предоставить как раз и причины неуважительности, уважительности своего пропуска. Есть еще вопросы? нет. Вопросов нет. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, есть вопросы у вас? У меня один вопрос к вам. Вы говорили о правовом положении ИСА и ответчика. Какие правовые последствия ввиду неявки ответчика Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает? Если сравнивать... Как раз вы сами сравнили. Да. Вы сами в своем выступлении говорили о правовом положении ИСА и ответчика. Если бы вы не говорили об этом, я бы вам не задавал этого вопроса. Вы считаете, что они совершенно одинаковые, что они находятся в равном правовом положении. Я поэтому вас спрашиваю. Да? Если применительно к этой ситуации, то ответчик в случае неявки... С точки зрения гражданско-процессуального законодательства. В случае неявки ответчика это не является препятствием для рассмотрения в деле, да, или оставления без иска. Но ответчик здесь уже, думаю, что он лишается права доказать то, что он в данной ситуации невиновен, да? Ой, невиновен, говорю, в данной ситуации. Ну, почему вы так решили? Ну, например, на основании чего так решили, что ответчик лишается права доказывать предоставлять доказательства, если в случае его неявки суд может же вынести решение на основании тех доказательств, которые истец предоставил суду. Это в рамках заочного производства. Но если ответчик посчитал, что решения не учли какие-то его то он, позиции, он имеет право на пересмотр этого дела. Ну, здесь вы говорите, что он лишается. Он не здесь лишается. Же еще ответчик привлекается суду к ответу за возможные нарушения же права ИСА. Здесь этот момент надо еще учить. Хорошо. Вот задали вопрос. Нахождение в пробке, например, да? Ну, там какое-то, примерно подобная ситуация, да, человека. Это является с точки зрения закона уважительной причиной? Именно... это доказательства, они же должны предоставляться в таком случае. Вот да, я вам как раз и говорю об этом, да, вообще вы же убежденно говорите о том, что
Уважительные и неуважительные причины. Вы несколько раз это слово повторили в своем выступлении. Я вам говорю, какие причины с вашей точки зрения, с точки зрения закона, являются уважительными, а какие не являются уважительными, но которые также не позволяют человеку объективно прийти и участвовать на судебном процессе. Думаю, это уже от отношения суда. Суд как посчитает их уважительным. Есть же перечень. Помимо перечня, именно. иногда суд, исходя из внутреннего убеждения, считает он уважительным, неуважительным. Как раз вот сегодня бесконечно мы говорили о пробках. Вот на моем процессе мы ответчику давали ИСУ как раз, да, давали возможность переноса. Как раз он предоставил, он в суде изложил, что он был в пробке, и мы отложили дело. Это, думаю, вот Ясно, субъективный хорошо, момент. ваша позиция ясна. Спасибо, присаживайтесь.